по жестам это можно прочитать. Благополучно распрощался с университетом, но не тут-то было. Интересуешься наукой и прогрессивными идеями? В проекте «Наука-наука» мы расскажем о молодых ученых Удмуртии, их исследованиях и достижениях. Мы познакомим вас с лучшими и перспективными, теми, кто знает, как устроен этот мир с научной точки зрения. Меня зовут Загоруйко Илья Николаевич, я ученый. В науку я пришел, можно сказать, совершенно случайно, хотя база для этого была подготовлена, достаточно хорошая. Я учился у замечательного педагога, профессора, доктора филологических наук Пушиной Натальи Иосифовны. И, закончив, благополучно распрощался с университетом, но не тут-то было. И в какой-то момент пришла необходимость пообщаться, и возникла, можно сказать, возможность продолжить обучение именно в аспирантуре. И я не упустил эту возможность и закончил благополучно и защитился. Была очень интересная идея совместно с руководством института, в котором я сейчас работаю. Это усилить междисциплинарное направление. А я зря времени не терял и параллельно с филологическими дисциплинами осваивал еще психологию, и пиар. Соответственно, когда я пришел в этот институт, то была такая очень хорошая возможность развивать не только филологию, и какие-то вещи, связанные с журналистикой, текстами, но еще оказалось очень актуальным в последние несколько лет развитие так называемых гибких навыков или надпрофессиональных навыков, над чем мы сейчас, собственно, и работаем. Буквально с прошлого или позапрошлого года мы внедрили непосредственно на кафедре такую дисциплину, как конфликтология. Это тоже раздел, можно так сказать, тех самых гибких навыков. Также мы развиваем особенности взаимодействия, потому что не всегда видно по словам, что человек имеет в виду, а, например, по жестам это можно прочитать. Совместно с коллегами идет большая и планомерная работа по созданию учебных материалов для студентов. И последние разработки, они связаны с иностранным языком. И мы выработали такую концепцию, что все будет поэтапно. То есть мы начинаем с самых каких-то базовых моментов, обсуждаем, рассуждаем, анализируем. И в дальнейшем переходим уже к работе над публицистическими материалами. То есть мы создаем тексты, берем их из различных газет, журналов. Стараюсь заниматься спортом, если есть возможность. Несмотря на погоду, стараюсь бегать. Если нет возможности что-то делать в помещении. Выдается минутка, конечно, можно и почитать. На мой взгляд, достижения строятся из маленьких побед, поэтому можно сказать, что первый шажок был это диссертация, второй шажок это получение доцентства, третий, может быть, и докторская.